Добрый вечер, дорогие друзья. Мы с вами находимся в Могилеве, стадион «Спартак». Сегодня начинается программа 18-го тура женской высшей лиги сезона 2021. И в этом первом матче встречаются Могилевский Днепр и футбольная команда из Витебска. Вот уже и прозвучал у нас стартовый свисток. Давайте быстренько пробежимся по главным действующим лицам. Прежде всего назовем судейскую бригаду. Павел Яковенко и Андрей Садловский, это рефери, соответственно, первый, главный, второй помощник, представляющий Гомель. Дмитрий Борисенко из Хойник, четвертый арбитр могилевчанин Антон Марус, и Василий Калиновский из Минска инспектирует эту встречу. Состав Витебска: в воротах Ольга Даурова, и далее Виталий Романович, Яна Олещенко, Ксения Карпова, Каролина Романчук, Наталья Васильева, капитан. У нас здесь могло дело дойти до первого опасного момента, но и угловой здесь зарабатывают футболистки хозяйской дружины, и Дарья Манюкова его исполнит. Александр Якушевич, Валерия Петрова, Анастасия Игруша, Анастасия Сидорчук и Екатерина Верхолайцева. Главный тренер Сергей Вехтев. Закончил я, наконец, с Витебском. Давайте, наверное, обратим мы внимание, чем завершится это стандартное положение. Манюкова делает заброс в штрафную площадь, но здесь Ольга Даурова первая на мяче. Ну и начнет она свою атаку своей команды. Первую в этом матче. Состав Могилевского Днепра. Анна Злобина сегодня дебютирует в высшей лиге. Далее Марина Пушкарь, Любовь Гученко, Валерия Барбаренко, капитан команды Анна Денисенко, Алина Конева, Дарья Манюкова, та самая, которая, я думаю, что не только этот угловой, но и все остальные стандартные положения, которые в матче будут, исполнит. Арина Сидникова, Валентина Капункина, Зарина Капустина, Кристина Смоловская, главный тренер Михаил Соболев. Здесь падение в штрафной площади Анны Денисенко, удар по воротам, первый мы видим в створ ворот, причем он пришелся, и Ольга Даурова здорово здесь позицию, конечно же, выбрала и, соответственно, отвела угрозу от своих ворот. Давайте еще раз на повторе посмотрим. По-моему, Дарья Манюкова здесь прикладывалась к мячу левой ногой, но голкипер, еще раз мы повторим, на чеку. Для вас сегодня работает Андрей Ильяне. Все внимание на футбольное поле. Да, видим и прессинг со стороны могилевчанок. Вот здесь Каролину Романчук, Зарина Капустина практически накрыла, но все-таки мяч остается за витеблянками. Они в такой у нас бордовой форме сегодня, соответственно, в синей могилевчанке. Ну и из аута мяч вбросила Романчук. Здесь же Осмоловскую мы видим. Разворачивается Кристина, и в борьбе с Екатериной Верхолайцевой она здесь сошлась. Молодчина мяч за собой сохранила. Вот передача, конечно, подкачала. Зачем так на Пушкарина играла сильно, неизвестно. Ну, в общем, видим мы развитие атаки приезжей команды, которая в прошлом туре, напомним, достаточно неожиданно проиграла в концовке матча, уступила команде АБФФ У-19 0-1 за 5 минут до окончания матча. Евгения Якущик там реализовала пенальти. Встреча-то в Витебске, как вы понимаете, была. Опасный момент, удар. Да, здесь Денисенко, конечно, наверное, должна была более, изящно играть, да, подрезать мяч над вратарем, который очень далеко из ворот вышел, но, наверное, мастерства чуточку не хватило. Да, видно было по движению ноги, что Анна как раз-таки задумывала то, что должно было делать в этой ситуации, да, но чуточку, конечно, не рассчитала она силой этого удара. И видим мы в атаке уже витеблянок. Екатерина Верхолайцева делает передачу в центре, центр поля, она безадресная. Здесь Алина Конева первая оказалась на мяче. Манюкова, хорошая передача на Зарину Капустину. И что мы видим, и выход 1-1 или нет. Бьет поворотом в перекладину, попадает Зарина. Да, такое начало у нас достаточно событийное, содержательное. Еще раз на повторе мы видим, да, здесь Романчук просто смотрела, как пробивает поворотом, ну и практически забила уже, да, малость совсем не хватило Зарине Капустиной, чтобы быстрый гол провести. Здесь больно Ольге Дауровой, да, видите, вы гримасу боли. Так характерно кулачком она сейчас
постучала по футбольному газону прекрасному в городе Могилеве на стадионе «Спартак». Главное, чтобы с вратарем все было хорошо. Я напомню, Даурова россиянка. Россияне в нашем чемпионате легионерами не являются. Но если что, то Дарья Козлова есть резервный вратарь. Но о вратарях мы еще поговорим. Я думаю, что будет для этого повод. И смотрим мы, чем тут все завершится. Я имею в виду, конечно же, вот эти манипуляции медикам Витебска. Приведут ли они в чувство и, скажем так, смогут ли повлиять на то, что Ольга Даурова продолжит эту встречу. Да, ну и показывают нам сейчас Зарину Капустину, 21 номер могилевской команды. Конечно же, у нее прекраснейший был момент, вот уже на, по-моему, на 5-й минуте, или даже на 4-й, она сотрясла каркас ворот. Что касается тех футболистов, которые сегодня не смогут принять участие в матче, ну, явной такой потерей для витеблянок является Елена Бузинова. Она немножко приболела, поэтому вот сегодня один из самых результативных футболисток и самый опытный игрок футбольного клуба Витебск сегодня вне игры по причине болезни. Но что касается могилевчанок, то уехала. Закончилась наконец-таки эта эпопея с Марией Свидунович. Она уже, я так подозреваю, либо готовится, либо на подъезде к Харькову. Пополнит она коллектив «Жилстрой-1», который совсем недавно приезжал в Беларусь, готовился к поединкам Лиги чемпионов. Дважды сыграл с «Динамо» БГУ-ФК и единожды с Минском. Но вы об этом хорошо знаете. Вот Мария Свидунович приглянулась тренерскому штабу харьковчанок, и будет она отныне выступать в чемпионате Украины. Да, все-таки потребуется замена очень быстрая вратаря. И Дарья Козлова, видим мы на экранах крупным планом, под 16 номером заменит все-таки Ольгу Даурову. Да, видно, что оступилась вратарь вот в том моменте, когда угрожала ее воротам Зарина Капустина. Ну и вот первая замена в нашем матче. Да, и Сергей Вехтев так напутственный такой жест Козловой сейчас сделал. Пожелаем, конечно же, Дауровой здоровья. Вот так очень быстро матч для нее завершился. Да, видим мы, она там за воротами до сих пор принимает медицинскую помощь. Но, насколько мне и не изменяет память, будем так говорить, не очень хорошо помню. По-моему, Дарья Козлова как раз-таки и начинала чемпионат. Еще не было в ростере Сергея Вехтева Ольги Дауровой. Ну, поэтому теперь она уже снова имеет возможность проявить себя с лучшей стороны, ну и зарекомендовать перед главным тренером. Все-таки в этой команде, я думаю, что конкуренция вот на позиции голкипера тоже присутствует. Ну, в первую очередь присутствует, конечно же. Вот по поводу полевых здесь, конечно же, вопросы. Штрафной удар, ворота могилевчанок назначается, и Александра Якушевич его здесь разыграла с футболисткой на правом краю. Ксения Карпова это была, но потеря тут же. И смотрим, и зацепится ли за мяч Капункина. Нет, у нее не получается сделать это. И Анастасия Сидорчук, не мудрство лукаво, играет назад на Каролину Романчук. Якушевич. Да, пытается ее здесь Валентина Капункина прессинговать. Ну и вот Козлова первое движение делает. Недалеко она по мячу. Первое касание. Недалеко она его выбила. И атака Могилева. Ох, какой момент. И Капустина все-таки своего добивается. На 9-й минуте делает счет 1-0. Давайте мы вспомним, что в первом круге 3-1 могилевчанки победили. Очень уверенно, хотя первыми тогда пропустили. Автором того гола стала Анастасия Игруша. Но потом уже, в общем-то, тот коллектив, который должен был победить, который по всем параметрам все-таки и по классу в первую очередь находится выше, нежели Витебск, одержал победу. Ну вот, сценарий матча не повторяется. Вот на сей раз именно хозяйки поля вышли вперед. И автором этого мяча стала Зарина Капустина. Это ее юбилейный 10-й гол вот в этом чемпионате. Да, будем мы смотреть, насколько
Витебск сможет немножко так мобилизоваться, успокоиться после этого пропущенного мяча и насколько быстро сможет ответить. Ну, во всяком случае, мы Анну Злобину, вот, которая сейчас с мячом, резервистка, конечно же, явно она была доселе у Днепра. Ей всего лишь 16 лет, вот 23 февраля этого года исполнилось. Ну и сегодня она дебютирует в женской высшей лиге. Вот по причине того, что нет уже в команде Марии Сведунович. Какой момент, и снова перекладина спасает ворота Дарьи Козловой уже на сей раз. Но вот не пропустила Даурова, а Козлова вот могла уже и второй гол пропустить. Это Любовь Гученко на ударной позиции находилась, да, и вот тоже немножко, ну, наверное, мягче нужно было сыграть, изящнее, элегантнее, какие хотите здесь слова можете сами придумать. Поэтому, да, всего лишь 1-0 остается счет. Но я думаю, что если могилевчанки и так дальше продолжат, да, мы сегодня, наверное, можем и свидетелями крупной победы стать. Но почему бы и нет. И нет Ангелины Скрипуновой. Есть определенные проблемы, о которых распространяться в клубе пока что не считают нужным. Ну вот поэтому сегодня Злобина в воротах. И, конечно же, ну, думается, что вот Наталья Васильева под 9 номером она играет. Сейчас вот открывается под Якушевич, но пока что мяч до нее не доходит. Она должна обстоятельства того, что вот насколько молодой голкипер у соперника сегодня играет, и пользоваться вот этими самыми ударами дальними, которые она так полюбила в этом чемпионате. Хороший пас, заброс на Капустину от Гученко, но на сей раз Козлова выходит здесь практически уже к границам штрафной площади и мяч забирая. Да, Капустина очень активна в эти стартовые 11 минут, ну и не зря уже она отличилась забитым мячом. Вводит мяч в игру Дарья Козлова, но на подборе снова могилевчанки. Конечно же, их настрой так чувствуется даже через экран. Конечно, должна команда Михаила Соболева реабилитироваться после поражения от Зорки Быду, от гродненского Немана. В предыдущих турах эти поражения команду отбросили уже на 5-ю позицию. Ну и, конечно же, нужно перед третьим кругом, а я напомню, что этот тур 18 является последним второй трети чемпионата, улучшить себе настроение, ну и уже продолжить в хорошем этом самом расположении духа, в хорошем настроении борьбу за третье место. Я думаю, что никакого другого результата, кроме как попадания в призы в могилевской дружине, даже и не рассматривают. Марина Пушкарь, новобранка Днепра. Здесь, конечно, могла и поточнее, наверное, сыграть. Ну вот сейчас исправляется, играет точно Пушкарь на Денисенко. И Смоловская подключается к атаке, подключает свою инсайда. Сегодня это Зарина Капустина. Ну и она зарабатывает угловой. Здесь мяч в Романчук попадает. Здорово, конечно же, Каролина отработала. И увидим мы угловой на уже 14-й минуте этого матча. Ну и, конечно же, та самая Дарья Манюкова его исполнит. 18:00, пятница, ну, может быть, не совсем удобное время, но, во всяком случае, те, кто любит женский футбол, я думаю, в Могилеве с работы успели к началу этого матча, ну, или, может быть, ко второму тайму, почему бы и нет. Удар по воротам и 2-0. Любовь Гудченко забивает свой очередной мяч в чемпионате, он уже для нее 15-м, кстати говоря, становится. И вот, опять же, стандартное положение здесь, ну, совсем уж как-то статично расположились игроки Витебска, прежде всего защитники, не уследили они ни за кем, но и Гученко спокойно так пробила, мяч едва-едва там не разминулся с воротами, но все-таки закатился под дальнюю стойку. Капустина и Гученко вот к 14-й минуте преимущество и фору в 2 мяча для Днепра сделали, поэтому это, конечно же, серьезнейшая заявка на победу могилевской дружины в этом матче.
Но и не сбавляет Могилев обороты. Почему он должен это делать, если соперник многое, как мы видим, вот эти четверть часа первые позволяет. А Смоловская вбрасывает назад Пушкарь. Пушкарь делает заброс туда границы штрафной площади, но как-то очень странно реагировал на эту передачу Валентина Капункина. Да, тоже молодой нападающий, ну и, конечно же, опыта ей не хватает. Первый год она проводит в высшей лиге. Ну и еще очень много шишек набьет обязательно. Здесь стремится вперед Анастасия Сидорчук, Васильева. Ну и Верхолайцева, кросс в штрафную площадь. Злобина там, конечно же, должна спокойно выйти и мяч в руки забрать, что она и делает. И быстро вводит его на Валерию Барбаренко. Она сегодня на левом фланге обороны действует, соответственно, на правом Кристина Смоловская. Ну и в центре обороны могилевчаны Карина Ситникова и Алина Конева. Пытаются держать вот здесь около своей штрафной мяч могилевчанки. Ох, и пенальти должен, наверное, назначать. Нет, Павел Яковенко не назначает 11-метровый. Считает, что здесь Козлова сыграла в пределах правил. Но интересно было бы на повторе увидеть. Конечно, там вратарь очень грубо ошиблась. Потеряла она, видимо, да, контроль над мячом. Ну и нет, играла в мяч, да, все правильно. Правильное решение здесь. Гомельский арбитр принял, поэтому честь ему и хвала, конечно же. Вброс от Каролины Романчук на Валерию Петрову. Сидорчук. И ошибается Анастасия. Ну и также сейчас к мячу не успела Анна Денисенко. Да, Сергей Вехтев, видимо, выходит он за пределы своей технической зоны. Очень активен, и его зычный голос, знаете, так где-то даже и, ну, от него где-то и мурашки даже на коже появляются. Так вот, я вот не припоминаю, когда он работал в мужском футболе, чтобы он вот настолько свои голосовые связки использовал. Принимает здесь мяч, не без мандража, но все-таки Дарья Козлова, и отправляет его своему капитану. Но Васильева здесь очень примитивно играет, просто вперед, вертикальная передача, и не цепляется партнер за этот мяч. Якушевич. Нет, здесь у нее больших серьезных вариантов, но все-таки умудрилась она здесь пас сделать точный на Валерию Петрову. И что здесь нарушила все-таки Петрова правила на Дарье Манюковой. И будет 13-й номер Днепра выполнять штрафной удар. На 18-й минуте 2-0 Днепр уверенно ведет в этом противостоянии. Не получилось здесь пробить у Зарины Капустиной, ну а этот удар Марины Пушкарь был заблокирован. Ну и Яковенко здесь видит нарушение правил. Хотелось бы еще раз там обратить внимание, почему же. Я, если честно, не заметил там никакого нарушения, но арбитру виднее. И у мяча Денисенко и Лукьянцева. 3 человека. Дарья Козлова решается поставить в стенку. Ну, Лукьянцева опять же исполнит этот штрафной. Ну, до ворот метров, наверное, 18, может быть, 20. И очень перспективный, конечно, момент. Разбег Лукьянцевой. Удар попадает она в Сидорчук. Еще один выстрел и 3-0. На 19-й минуте Дарья Манюкова. Еще один мяч могилевчанок проводит. Ну, совсем уж, конечно, у витеблянок сегодня ничего не получается. Да, видим мы так вот с добивания левой ногой в девятку. Просто-таки мяч она отправила. Там, конечно же, у Козловой ни единого шанса не было спастись. Ну, коль говорил уже о том, какие голы стали по счету в чемпионате для Зарины Капустиной и Любови Гученко, скажу и про Дарью Манюкову.
Ну, если я все правильно посчитал, то это ее первый гол в этом чемпионате. Игра продолжается, и Смоловская здесь все-таки подталкивала Валерию Петрову. Штрафной удар. И Каролина Романчук смотрит, как же можно здесь распорядиться мячом, кому адресовать эту передачу. Ну и по краю делает пас. Не очень хороший прием, некачественный от Верхолайцевой. Но и передача тоже от Екатерины никакой критики здесь не выдерживает, естественно. А Смоловская, Манюкова, в одно касание на Анну Денисенко, она сегодня заменяет Валентину Нижегородову, которая осталась в запасе с капитанской повязкой. Манюкова. Навес. Выходит из ворот Дарья Козлова. Да, и простила ее сейчас Любовь Гученко. Очень, конечно же, неосмотрительно покинула створ Козлова. Да, и попади мяч в ворота. Там, конечно же, ничто бы уже не предотвратило 4-й гол в ворота Витебска. Видите вы? Прекрасно. Ну и Гученке-то Ксения Карпова тоже борьбу, кстати говоря, не навязала. Да, Витебск, конечно же, очень плох в эти 20 минут. Нужно, наверное, какие-то действия Сергею Вехтеву предпринимать, какие-то слова искать в перерыве для своей команды. Ну, 3-0, это, вы знаете, что как-то уж многовато, если честно, за полтайма. Вот сказал я про Елену Бузинову, которая сегодня не принимает участие в матче у Днепра. Проблем никаких нет состава, ну вот если не все-таки не считать вратаря. Все готовились к матчу, все работали в общей группе, поэтому все рвутся в бой. Еще одна проникающая передача от Денисенко на Зарину Капустину. Снова же выход из ворот. Неосмотрительно Дарьи Козловой, благо, что для нее, до удара дело не дошло. Ну и сейчас попытка все-таки сделать передачу. Но к этому пасу Капункина не была готова, надо сказать. Сегодня в стартовом составе, как и недели ранее в том самом проигранном матче команде АБФ У-19, на футбольное поле под 3-м номером вышла 16-летняя Виталия Романович. Я имею в виду, конечно же, Витебск, нападающая, но по такой игре, конечно же, мы ее в деле и не можем увидеть. Снова выходит Козлова. Да, тут не разобралась она со своим защитником. Ну, конечно же, мандраж вратаря — это не то, что, я думаю, хотелось бы чувствовать команде всей, главному тренеру. Это будет, безусловно, негативно на Витебске сказываться. Ну и, конечно же, давайте не забудем о замене вратаря. Получила травму Ольга Даурова. И, возможно, это также это обстоятельство спутало все карты Витебску. Конечно, говорить, может быть, так категорично не стоит, но, опять же, мы узнаем, послушаем главного тренера витеблянок, благо пресс-служба Витебска постоянно после матча общается со своим главным тренером. Большое спасибо за это. И высказывается там наставник, но, может быть, он по поводу Дауровой что-то скажет. Хотя тут в целом, конечно же, нужно говорить, что как-то не в своей тарелке приезжие футболистки. Здесь мяч выбит из-под ног капитана Натальи Васильевой. Ну и позиционная атака Витебска, наверное, первая даже в этом матче. Удивительное дело. Каролина Романчук вбрасывает на Васильеву, та продляет штрафную площадь, и удар по воротам, да, можно и так его назвать, эту попытку от Яны Олещенко. Но акцентированным головой он не получился, и Злобина играет на Алину Коневу.
спокойно начинают на своей половине поля могилевчанки. И заброс вперед. Думалось, что это будет диагональ. Нет, в надежде на рывок Капункина делала пас Кристина Осмоловская. Но Капункина к нему не успела. Опять же, и есть, конечно же, здесь вопросы по поводу взаимопонимания, по поводу комбинации. Насколько все это, конечно, у Днепра отработано. Осмоловская. Снова активничает правый защитник. На Гученко она здесь сделала передачу. И та в таком акробатическом стиле хотела пробить, но ее опередила оппонент. Васильева. Анастасия Сидорчук, да, конечно же. Васильева сейчас вот от нее мяч получает. Ну и не пробивала она еще, удивительное дело, в этом матче по воротам. Ну, не было таких прецедентов, таких шансов даже. Но поэтому мы пока не видим в игре Анну Злобину. Я думаю, что Михаила Соболева и его тренерский штаб такое положение дел вполне устраивает. Капустина. Капункина. Капустина еще одна передача. Ну и здесь уже пробить акцентированно, вот как и в прошлом моменте у Олещенко. Сейчас у Гученко не получилось. Да, друзья, 6 августа в 19 часов на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» пройдет финальный матч Кубка Беларуси сезона 2021, в котором встретятся, конечно же, Минск и «Динамо» БГУФК. Вход свободный, прямая трансляция будет организована на телеканале «Беларусь-5», поэтому кто не сможет приехать или прийти на стадион и посмотреть действительно качественный женский футбол в исполнении лучших белорусских команд, то можете это сделать посредством телевидения. И прокомментировать для вас эту встречу Геннадий Соловей. Марина Пушкарь играет назад на Ситникову. Ну, ничего у нас не меняется. Днепр по-прежнему контролирует ситуацию. Ну и счет, конечно, говорит сам за себя. Зарина Капустина, Любовь Гученко и Дарья Манюкова авторами голов становились. Пушкарь здесь не торопится, да, и абсолютно зря. Хорошо, что подсуетилась очень быстро Анна Денисенко. Ну, витеблянки, видите вы, мяч все-таки отвоевали для себя. И, конечно, снова рискует Дарья Козлова. Но надо, конечно, резервистке собраться здесь, дабы вот не накликать еще большие беды на свои ворота. Гученко. Открывается Осмоловская. Передачу она получает. Капункина, назад на Гученко. И, возможно, стоит пробить. Нет, продляет на Барамбаренко Гученко. Снова Любовь с мячом. Она в штрафной площади. Ну и без нарушений правил здесь сыграла. Сейчас все-таки Анастасия Сидорчук. Футболистка, которая из команды АБФ У-19 примкнула к витеблянкам. Еще весной. Капустина, ждем кросс, да, мяч зависает там на штрафной, и Гученко пробила все-таки, но уже, видимо, за пределами футбольного поля она с мячом там встретилась головой, но и апеллировала к Павлу Яковенко, мол, нет, мяч-то еще в игре был, но видел все и помощник, и сам гомельский арбитр. Козлова, будет розыгрыш, естественно. Я не думаю, что рисковать голкипер захочет, вводя мяч далеко в поле. Денисенко. Осмоловская. Ну и здесь перед Капустиной сразу две футболистки. Играет она на Осмоловскую. Заброс вперед. Капункина сражается с Якушевич, и Козлова из ворот выходит. Вот сейчас не наварили витеблянки. Молодцы.
Днепр с мячом, да, по-прежнему. И надо сказать, что правый фланг, конечно, гораздо больше активничает. И здесь и Капустина есть, и Смоловская поддерживает атаки. Да, мы на это обращали уже внимание. Ну вот сместилась сейчас и Аня Денисенко. Да, ну и как-то вот слева не так все активно. Манюкова. Пришла она сюда, на правый фланг, ну и как будто что-то знала. Ей сейчас вот с этой стороны нужно подавать угловой. Хорошо она это делает, и уже в прошлый раз как раз-таки ее вот этот розыгрыш привел к забитому голу. Гученко. Ну, сейчас розыгрыш не последует, просто пас в штрафную площадь, довольно плотный. Капустина. Уходит она здесь от соперника, делает передачу, Козлова выходит из рамки, не ошибается. Это уже для нее большое дело, надо сказать. Да, улавливаете вы, конечно же, мою иронию, но что ты будешь делать? Тут, может быть, и посочувствовать, опять же, Витебску нужно вот в связи с потерей Ольги Дауровой. Сегодня здесь Смоловская свалила на Екатерине Верхолайцевой и извиняется она сейчас перед своей визави. Романчук. Снова осматривается, ну, ищет идеальный вариант продолжить атаку, либо же ее начать, но как-то уж совсем неказисто вышла. Могилевчанки мяч под контроль берут. Снова Конева. Открывается Пушкарь, получает она передачу, да, можно левым флангом сыграть. Барбаренко, там Гученко подключается. Ну, я бы не сказал, что Гученко незаметно, пусть она и на левом фланге работает, просто немножко она другие цели преследует и по-другому действует тактически. Вот именно с фланга, смещаясь в центр, старается она вот так вот именно напрягать оборону соперника и сама для себя моменты создавать и их реализовывать. Наконец-таки увидели мы первый удар в створ ворот. Тут Наталья Васильева. Это мяч кого-то задел из могилевчанок, погасил скорость, ну и спокойно прилетел в перчатки Анны Злобиной. Напомню, ей всего лишь 16 лет. И она сегодня дебютирует вот на главной футбольной арене Могилева и вообще в женской высшей лиге. Но я думаю, что, конечно же, могилевчанки должны своего вратаря в этой связи поддержать и как можно меньше постараться дать возможности сопернику угрожать ее воротам. Манюкова. Она уже слева. Играет на Гученко. Капункина. Почему-то прибежала близко к Гученко, но та сама, наверное, хотела, как обычно, скорость развить, приблизиться к штрафной, может быть, или самой пробить, или передачу сделать. Но вот сейчас пас от Гученко мы видим, Козлова на чеку. Ну и не торопится 16-й номер Витеблянок. Строится, конечно же, Витебск. Это всего лишь первый сезон команды высшей лиги, и от нее многого не ждут, естественно. Но Сергей Вехтев, я думаю, большую работу уже проделал и продолжит делать. Ну вот, если честно, немножко так напоминает вот создание этой команды, и все как, ну, может быть, напомнит, и по крайней мере, все так развивается, как некогда было в Гомеле, хотя тогда Гомель Дюшор-8, который возглавил, с которым стал работать Эдуард Деменковец, он тогда был не при клубе, а просто при футбольной школе гомельской. С Дюшор номер 7. Но сейчас, конечно же, у Сергея Вехтева условия, я думаю, неплохие. Все-таки под крылом футбольного клуба «Витебск» девчонки должны себя хорошо чувствовать, ну, во всех отношениях. Может быть, там уже с условиями заработной платы они не могут
там потягаться, может быть, с сильными мира сего, да, с Динамо ГФК, с Минском, не знаю, какое там соотношение зарплат с Могилевским Днепром, но в любом случае с чего-то нужно было начинать. Ну и начало, ну, надо сказать, что такое, ну, не провальное, но и не очень классное. Но при этом, опять же, скажем, первый сезон и идет только лишь становление. И вспоминают в Витебске, что такое женский футбол, да, некогда университет. Очень здорово себя зарекомендовал на футбольной белорусской карте. Ну и несколько раз чемпионом нашей страны становился. Да, конечно, тогда была очень классная дружина. В Лиге чемпионов участвовала с Дуйсбургом немецким, играла и играла, надо сказать, достойно, хоть и не выигрывала команда. Но вот теперь мы будем вспоминать. И теперь уже в Витебске своя команда, не такая, конечно же, она искушенная пока что, но за этим, я думаю, дело не станет. Здесь все-таки нарушение правил было от Яны Олещенко. Ну и некуда торопиться-то могилевчанкам. Они снова на своей половине поля начинают. Здесь прибежала в опорную зону Зарина Капустина, чтобы с мячом встретиться. Ну, вообще, опорница явная сегодня Марина Пушкарь. Вот брещанка она не так давно сравнительно пополнила на ряды Днепра. Ну и Валентина Нижегородова в запасе. Это, кстати, любопытно. Но, наверное, есть некоторые недопонимания, разногласия. Может быть, что-то в действиях своего капитана Михаила Соболева не устраивает. Помнится, в матче с Зоркой БДУ заменил ее по ходу игры главный тренер. Ну и по тому выражению лица, которое, опять же, было видно вот в трансляции, не особо, конечно, Нижегородова была довольна вот таким решением тренера. 37-я минута. Ну и вот как раз-таки Виталий Романович сейчас с мячом. Но видно, что совсем молодая девушка и просто не знаю даже, что с этим мячом делать. Ну, Бузинову кем-то нужно было заменять, поэтому вот так. Сегодня впереди Яна Олещенко и Виталий Романович. Зарина Капустина, одна из самых активных футболисток в первом тайме. Открывается в центре сейчас. На ее место пришла Анна Денисенко. Да, хорошее взаимодействие и взаимопонимание, прошу прощения, футболисток. Угловой мы с вами увидим. Ну и что здесь? Здесь Манюкова, опять же, угрожать воротам старалась. Ну и могла она туда перебросить вот с острого угла все-таки Дарью Козлову. Но не получилось этого сделать. Может быть, увидим мы повтор, да, посмотрим, какой момент все-таки был уже в концовочке первой половины. Васильева, да, ошибается она здесь. И соперничество двух капитанов мы с вами увидели. Да, вот здесь Карпова все-таки не накрыла Манюкову. Но та целила, мне кажется, под перекладину, либо в дальний верхний угол. Ну, чуточку не попала. Я думаю, что Дарья не очень расстроилась. Гудченко, еще одна попытка, заброс. Ну, мяч здесь на сетку все-таки опускается, а не в дальний угол. Ну, опять же, красивый бы гол такой за шиворот мы бы увидели, если бы Гудченко была точна. 39-я минута нашего противостояния, еще 5 минут. Мы посмотрим за этим поединком в первом тайме. Ну а потом уже отправимся, конечно же, на перерыв. Я думаю, можно огласить запасных футболисток.
Козлова уже появилась на футбольном поле. Есть еще у Сергея Вехтева в резерве Елена Скрипкова, Маргарита Мируца, Александра Шараева, Виктория Логинова, Евгения Кучмарева и Елизавета Качан. Знаете, очень интересно, вот Виктория Логинова, футболистка 2002 года рождения, не родственница ли она какая-то Татьяне Логиновой, футболистки Гродненского Немана? Ну, может быть, мы выясним это чуть позже. Что касается резерва: Михаила Соболева, Валерия Бондарева, Виктория Борлюгова, Виктория Плесюк, Алина Числавская, Юлия Денисенко, Валентина Нижегородова и Яна Артишевская. Да, ростер-то резервный у могилевчанок посолиднее. Это будет Капункина, накрывает ее Анастасия Сидорчук. Да, конечно же, промедлила здесь Валентина. Если бы этот пас прошел там на оппонента, я думаю, что счет и 4-0 бы стал. Да, хороший момент Могилев сейчас для себя создает. Манюкова отборолась здесь, да, и получила по ногам все-таки от Валерии Петровой. Да, и Дарье больно. В руках у Павла Яковенко желтая карточка. Ну и да, предъявит он предупреждение сейчас Валерии Петровой. Первая желтая карточка в нашем матче. Манюковой нужно оказать помощь, да, и медперсонал уже торопится к футболистке. Да, друзья, еще раз напоминаем вам о том, что 6 августа на стадионе «Динамо» в Минске пройдет финал женского Кубка Беларуси. Минск, «Динамо», БГУФК, вход свободный, поэтому милости просим, приходите и поболейте за лучшие команды нашей страны. Возобновился матч, лукьянцевой там по-прежнему помощь оказывают, и мяч приходит к Анне Злобиной. Пушкарь. Вот и мне интересно, если действительно Пушка у Марины Пушкарь, вот тогда, конечно, ее фамилия сама за себя будет говорить. Но вот пока что мы ее удары не видели в этом матче. Но, может быть, еще не вечер, как говорится. 42-я минута. Денисенко на Барбаренко попыталась сыграть назад. Здесь потеря Васильева. Ну и да, вот то, о чем я и говорил. Попыталась она пробить едва ли не с центра поля. Да, всегда, конечно, определенную такую ухмылку такие удары вызывают. Ну, Злобина была на чеку. Молодец. Но я думаю, что как раз-таки и главный тренер и его штаб ликбез голкиперу устроил вот перед матчем. Акцентировал внимание на том, как Васильева вот играет в тех моментах, когда мяч у нее под ногой. Капустина. Сталкивается она здесь с Романчук. Васильева на Анастасию Сидорчук. И открывается Виталий Романович. Да, Конева здесь прочитала эту передачу. Капустина. Анна Денисенко. И Капункина в касании не точно играет, но тем же отвечает как раз-таки Валерия Петрова. Да, вот. Но это женский футбол, друзья, не обессудьте. Такого сумбура здесь хватает. Пушкарь. Ну, может быть, сейчас она расчехлит свою пушку? Нет. Делает передачу Гученко. Гученко штрафной. И пенальти назначает Павел Яковенко. Гученко здесь срубила. Ну и можно, конечно же, Якушевич руки в стороны не разводить. Безусловное нарушение правил. Ну и рискует счет стать 4-0. Рискует для Витебска и к радости, конечно же, могилевчанок. Да, ну и по тому, как Гученко сейчас устремилась к мячу, будет она, я думаю, сама пострадавшая, этот 11-метровый исполнять. Да, выпала у нас из кадра Гученко. Да, вот снова появляется все-таки она сама. Ну и зайдет она на голевой дубль, если все-таки не воспротивится этому Дарья Козлова. Ну что ж, посмотрим за этой дуэлью. Разбег, удар. Ну, Козлова здесь не гадала и не реагировала. В принципе, осталась она на ногах. Ну и Гученко на 44-й минуте делает счет 4-0. Я думаю, что
закрывается этим наш матч, ну и второй тайм формальностью просто-таки станет. И, скорее всего, Михаил Соболев попробует в деле своих резервисток, кому не так часто он доверяет, той же Алине Числавской, Валерии Бондаревой, которая недавно совсем пополнила состав Днепра, она из Бобручанки пришла. Возобновился матч. Петрова на Олещенко на Верхолайцеву. Перед Верхолайцевой Осмоловская. Ну и здорово ставит корпус Кристина. Ну и Пушкарь здесь нарушила такие правила, да. Все-таки подцепила она здесь Валерию Петрову. И Верхолайцева рядом с ней Васильева. Кто же исполнит штрафной удар? Это хороший вопрос. Я думаю, что Верхолайцева, да. Васильева отходит в сторону. Закончилось у нас время. Основное неизвестно, сколько добавил арбитр. 1 минуту. Но это такое наше предположение. Конечно, очень сложно разобраться. Оператор не сориентировал нас. К сожалению, удар по воротам и в перекладину угодила Екатерина Верхолайцева. Да, уже в компенсированное время к первому тайму хороший момент был у витеблянок для того, чтобы размочить счет и вот забить все-таки в ворота Анны Злобиной, но за Злобину, за дебютанта нашего сегодняшнего вступилась перекладина. Давайте еще раз смотреть. Да, не задела низкорослая Злобина мяч, но вот он не попал в ворота, к ее радости, конечно же. Ситникова, Осмоловская. Нет продвижения мяча вперед, ну и вот за этой перепасовкой защитников, конечно, не так наблюдать и весело. Тем временем, да, всего лишь минуту компенсировал Павел Яковенко. Капустина, дважды Любовь Гудченко и Дарья Манюкова становились авторами вот этих 4 мячей в первом тайме. Давайте мы, друзья, вместе с командами отдохнем, вернемся на Могилевский стадион «Спартак» минут через 12.
Друзья, возвращаемся на Могилевский стадион «Спартак». Ну, как я уже говорил, второй тайм, скорее всего, в этом матче 18-го тура женской высшей лиги между Днепром и Витебском станет формальностью, поскольку хозяйки поля ведут после первой половины 4-0. Напомню, Зарина Капустина открыла счет на 9-й минуте с передачей Любови Гученко. Уже сама Гученко на 14-й минуте использовала пас Анны Денисенко. На 19-й минуте Дарья Манюкова пробила со штрафного правой ногой, попала соперника, повторила удар левой, ну и в девятку мяч отправила. На 44-й минуте все та же Любовь Гученко реализовала пенальти, который сама же и заработала. Ну, соответственно, у Гученко по первому тайму статистика 2+1. Да, согласитесь, очень и очень недурно. Ну и возобновился наш матч. Я напомню, что на 7-й минуте замена вратаря потребовалась витеблянкам. Вышла Дарья Козлова вместо получившей травму на ровном месте, можно сказать, Ольги Дауровой. Но и не задалась, конечно же, у Козловой игра. Одна желтая карточка была предъявлена в первом тайме. И предъявлена она была Валерии Петровой, футболистке Витебска. Бригада арбитров: Павел Яковенко, Андрей Садловский, Дмитрий Борисенко. Первые два из Гомеля, третий из Хойников. Четвертый арбитр мигалевчанин Антон Марус. Василий Калиновский из Минска инспектирует работу рефери. Составы команд: в воротах у Витебска Дарья Козлова, далее Виталия Романович, Яна Олещенко, Ксения Карпова, Каролина Романчук, Наталья Васильева капитан, Александра Якушевич, Валерия Петрова, Анастасия Игруша, Анастасия Сидорчук и Екатерина Верхолайцева. Главный тренер Сергей Вехтев. Состав Днепра: Анна Злобина, это вратарь, Марина Пушкарь, Любовь Гученко, Валерия Барбаренко, капитан Анна Денисенко, Алина Конева, Дарья Манюкова, Арина Ситникова, Валентина Капункина, Зарина Капустина и Кристина Смоловская, главный тренер Михаил Соболев. Замен не было в перерыве произведено, поэтому продолжаем смотреть за игрой футболистов, которые с первых минут оказались на футбольном поле. Игруша здесь оказывается на газоне. Манюковая правила не нарушала, мне все-таки показалось, но арбитр встречу останавливает для того, чтобы спросить у Игруши, все ли у него в порядке. 21 номер Витебска в первом тайме не особо была заметна. Так же, как и Сидорчук, она Витебск пополнила весной, ранней весной. Ну и, наверное, приносит помощь команде. Тут у Витебска по-другому никак. Ограниченный ресурс кадровый. И все это, конечно же, коррелирует с целями, задачами, которые команда перед собой ставит. Гудченко, передача. Ну и снова несогласованные действия Козловой и Якушевич. Но вот не доверяют все-таки защитники своему вратарю, поэтому вот приводит все это к таким вот опасным моментам, к необязательным стандартным положениям. Вот сейчас одно из них. Гудченко, еще один заброс. Там пришла уже, мяч все-таки попадает в ворота. И автором гола становится Зарина Капустина. Насколько я понимаю, там Ситникова пришла на это стандартное положение, поборолась в воздухе за мяч. Борьбу эту, как мы видим, не выиграла. Ну и уже в пустые ворота вот от штанги мяч отправила Зарина Капустина. На 48-й минуте счет становится 5-0. Ну и опять же скажем мы о том, что Капустина, как и Гудченко, в этой игре голевым дублем отметилась уже, но то ли еще будет. И снова же вот это самое стандартное положение, снова же неудачные действия в обороне, несогласованность защитников и своего вратаря. Да, ну и вот опять же лишний повод печалиться по поводу потери россиянки Ольги Дауровой. Но я не думаю, что Сергей Вехтев слишком уже расстраивается. Все-таки его команда первый год в высшей лиге, набивает шишки, как же без этого. Но слишком уж преимущество большое все-таки у Днепра. 3-1 в футбольном манеже закончили в Витебске в первом круге. Сейчас уже 5-0. Капустина. Выход 1-1. Но Козлова на сей раз здорово играет. Сократила она угол обстрела и спасла себя и команду от 6-го пропущенного мяча. Сидорчук.
Ну и не клеится игра, конечно же, контратакующего Витебска. Вот просто Сидорчук сейчас взяла и мяч отдала сопернику. Что ты будешь делать? Ну, не расстраиваться, конечно же. Прежде всего нужно болельщикам женской футбольной команды Витебск. Ну а болельщики Днепра, конечно, им все нравится, да, все происходящее. Я думаю, что еще и большего не хотят. Вот так вот у нас 18-й тур уже начинается с разгрома. 5-0. И еще играть большую часть второго тайма. Ну, говорил я, что, может быть, и замены какие-то сделает, даст возможность проявить себя Михаил Соболев резервисткам, Валерия Бондарева есть, Алина Числавская, но пока что вот они в резерве. Ну, давно не играла Виктория Плесюк, защитник травмированная, но Яна Артишевская выходила на футбольное поле в матче предыдущем, когда 1-5 проиграли могилевчанки футбольному клубу Минск. Да, и классный, конечно же, гол, который очень много там набрал уже просмотров. Может быть, уже даже и за миллион перевалило в ТикТоке гол Анны Денисенко. Там она воспользовалась ошибкой и Валерий Богдан, и Ксении Кубичной. Ну и вышла так из ворот Полина Малаева. Ну, а Денисенко решила пробить и попала в угол. Красивый гол, конечно же, но он не уберег могилевчанок от разгрома. Так вот, выходила тогда на футбольное поле Яна Артишевская. Набирает она кондиции после травмы. Может быть, сегодня тоже ее на зеленом прямоугольнике стадиона «Спартак» мы увидим. Вот здесь розыгрыш штрафного удара. Каролина Романчук. И просто на ногу Зарине Капустиной. Ну а почему? Такие подарки Зарине нравятся, да. Продвинуться вперед она не смогла. Бросила аут на Денисенко. Там борется Капункина. Мяч подхватывает Марина Пушкарь. Хороший матч Марина проводит, надо уже это констатировать. Манюкова едва не ошиблась. Здесь Барбаренко на левом фланге. Комбинируют могилевчанки. Пушкарь ошибается все-таки. Верхолайцева в центре поля осматривается по сторонам. Ну и ничего лучшего не придумал, как отдать мяч Наталье Васильевой, а та его теряет. Злобина. У Днепра на эту минуту, ну, в режиме лайв уже 33 очка после 18 матчей. И на пятом месте команда находится. Зорька БДУ и Неман имеют 34 балла. Поэтому даже в случае проигрыша Зорьки БДУ и Немана в этом туре, ну, Неман играет с Минском, а Зорька БДУ с Бобручанкой, конечно же, не переместится и не обгонит Днепр вот эти команды. Здесь едва до 6-го забитого гола у нас дело не доходит. Мяч там уже практически по ленточке катался, но все-таки ее не пересек. Гученко. Капункина здесь. Ставит корпус Романчук. Ну и Капункина правила нарушала в атаке. Да, Каролину она здесь, конечно же, явно подталкивала. И это от внимания арбитров, конечно, не скрылось. Романчук. Ну и снова заброс. Верхолайцева. Против нее Пушкарь. Да, здесь мяч вот Каролину Романчук попала, потом уже Ксения Карпова его постаралась подальше выбить. Ну и отправила его уже Александре Якушевич. Так что да, вот эти пожары все-таки, ну, к сожалению, для болельщика Витебска с завидной регулярностью появляются в штрафной площади. Некому отдать, да, красноречивый жест от футболистки Витебска. Просто заброс вперед. Ну и что? Показывает Кристина Смоловская, что держала ее Верхолайцева. Спорят девушки, да, конечно, женский футбол гораздо более эмоциональный, нежели мужской. И поэтому здесь, ну, без эмоций никак. И даже такие вот просто простые моменты, можно сказать, они здесь сопровождаются. Вот так вот, естественно, для женского пола. Передачу вперед делает Кристина Смоловская. Безадресная она оказывается. И не берут под свой контроль витеблянки мяч. Да, в простой ситуации, конечно же, эту игру они себе явно в актив не запишут. А Смоловская.
Можно встречу продолжать, казалось бы, но Яковенко ее все-таки остановил. На Анне Денисенко правила были нарушены. Капитане сегодняшней могилевской команды. И к мячу, конечно, как и в первом тайме, устремляется Дарья Манюкова, но не было нарушения. Вы знаете, спорный мяч, казалось мне. Да, сложно по картинке все это однозначно оценить сразу же, да, сходу. Денисенко сама правила нарушала. Олещенко, Ситникова. Ну и Осмоловская здесь играет на Анну Денисенко. Продляет она по флангу, в пятку Капустина мяч угодил. Ну и вышел уже от Витеблянок. Осмоловская. Весь в игре Михаил Соболев. Ну, как и Сергей Вехтев, да, видели мы его выходы из-за пределов своей технической зоны. Вот в первом тайме будет у нас угловой. Манюкова его подаст на 56-й минуте. Вот так вот у нас уже и 10 минут во втором тайме прошли. Ну и мы увидели в это время гол. Его провела на 48-й минуте Зарина Капустина. Ну и опять же воспользовалась она ошибкой вратаря. Этот удар только в копилочку. Пойдет в копилочку статистическую, но не более того. Он абсолютно не был готов. Ну и видим мы, что и выход из обороны тоже здесь у Витебска совсем никудышный. И сразу же под свой контроль мяч берут хозяйки. Ну и ждем мы замен от Михаила Соболева прежде всего. Ну, мне бы, например, хотелось, чтобы кто-то вот из тех, кто мало играет, сегодня себя попробовал. Все-таки счет позволяет это делать. Ну, еще, знаете, чего хотелось бы? Чтобы все-таки Анна Злобина ни в коем случае ни за кого ваш комментатор не болеет, но осталась сухой сегодня, не пропустила. Вот такой дебют, конечно же, ей запомнится. Я думаю... И захочет она карьеру свою продолжать, играть в футбол, радовать болельщиков могилевских. А может быть и не только. Все-таки девушке всего лишь 16 лет. Анна Денисенко, нет, не попадает она в ворота. Да, хороший момент. И могла Анна сейчас вот к своей голевой передаче еще присовокупить и гол. Но и не попала она просто вот в ближний угол, хотя он там был раскрыт. Каролина Романчук мяч будет выводить от ворот. Как в 90-е, прям таки вот. Вратари тогда не умели этого делать, поэтому за них вот отдувались центральные защитники, как правило. Мяч тут завис над половиной поля Витеблянок, да, и только вот Гученко его здесь прислонила к земле, отправила в руки вратарю. Ну, мало событийной, конечно же, вторая половина у нас сейчас оказывается, потому что все тут понятно-то, в принципе, по поводу исхода соперничества. Ну и уже такие локальные интриги, наверное, могут интересовать всех нас. Забьет ли Витебск, или уже еще несколько мячей проведет Днепр. Кто появится на футбольном поле. Ну вот, наверное, о таких материях мы с вами можем рассуждать. Вот имея 5-0, вот к 50, уже к 60-й минуте. Ксения Карпова.
просит там мяч Анастасия Сидорчук, и все-таки он к ней приходит. Правда, очень неудачно она с ним встречается. Денисенко на Зарину Капустину, снова капитан Днепра. Хорошая задумка на Гученко, отправить ее в прорыв, а про реактивную скорость Любови все мы хорошо знаем, но пас не прошел. Анастасия Сидорчук. Уже Витебск хочет здесь что-то придумать, но придумать ему не позволяет Валерия Барбаренко. Она мяч выносит просто такие за пределы поля, играет просто, но надежно. Ксения Карпова. И что, замена? Судя по тому, что 7-й номер Витебска не торопится, мы, наверное, замену можем увидеть. Если бы, конечно же, еще оператор вот понимал, что нужно ее показать. Нет, наверное, все-таки мы же видели, зря уж я так на оператора пеняю, мы же видели, он среагировал тогда на 7-й минуте, когда выходила на поле Дарья Козлова. Поэтому вот эта замена единственной пока что в матче является. Ну и да, обратите внимание, друзья, 6 августа в 19 часов на стадионе «Динамо» в Минске финал Кубка Беларуси среди женских команд Минск Динамо БГУФК. Это будет прекрасное зрелище. Пусть пока что никогда Минск Динамовок не переигрывал в их, я имею в виду, в истории краткой динамовской команды. Но все может быть, все бывает в первый раз. Так что увидим мы, чем там все завершится. Прямая трансляция на телеканале «Беларусь-5». Поэтому, если кто-то не сможет быть по всяким объективным, субъективным причинам на стадионе, можете по телевидению за этим матчем наблюдать. И выходит из ворот, ошибается, снова ошибается Дарья Козлова. Гудченко бьет, ну и попадает уже во вратаря. Да, ну совсем как-то, ну не готова к этому матчу, наверное, пока Дарья Козлова. Еще раз давайте мы посмотрим на повторе. Ну вот, почему без голоса играла, почему не отходила в сторону, чтобы спокойно вратарь сыграла Александра Якушевич. Это все вопросы. Вопросы такие школярские. Вопросы, наверное, ну, азы футбольные. Ну, пока что таков уровень футбольного клуба Витебск. Верхолайцева, Васильева. И назад играет на Каролину Романчук. Идет вперед Анастасия Сидорчук. Петрову подключает к этой атаке. Но передача поперечная не очень удобная для Петровой. Петрова тут аки-танк просто. Без всяких обманных движений, без финтов. Хотела двоих пройти. Да еще и сейчас и правила Наситниковой нарушила, да. И желтую карточку может здесь Яковенко предъявить. Но лоялен арбитр. И вторая замена в составе Витебска. На поле выходит под вторым номером Елена Скрипкова, и заменяет она Екатерину Верхолайцеву. Вот на 63-й минуте делает вторую замену Сергей Вехтев. Верхолайцева, в принципе, неплохой поединок провела, но, конечно же, вот ее активность не очень-то поддерживалась партнерами, поэтому КПД низкий, как в целом у команды, так и у Верхолайцевой. Ну и будем мы наблюдать, что собой явит сегодня Елена Скрипкова. Россиянка 2003 года рождения, тоже молодой игрок. Вот она сейчас напрягает Осмоловскую, но та не ошиблась. Ну и сразу две замены, даже три замены, да. В одну паузу проводит Михаил Соболев. Капункина, вместо нее Барлюгова. Виктория под 7-м номером. Также выйдет на поле Яна Артишевская вместо Зарины Капустиной. Ну и Валентина Нижегородова, конечно же, меняет футболистку по позиции Марину Пушкарь.
Да, вот так вот ответил Михаил Соболев на замену Елены Скрипковой. На замену Екатерины Верхоладцевой, которую поменяла Елена Скрипкова. Вот сразу 3 футболистки вышли на футбольное поле. Ну, по поводу Валентины Нижегородовой все тут понятно. Хороший объем работы Пушкарь проделала. Ну и вернул на футбольное поле своего капитана Михаил Соболев. Артишевская вместо Капустина, конечно же, Яна займет место на фланге. У нее на спине 97-й номер. Ну и Виктория Барлюгова вместо Кампункина. И Барлюгова это, в принципе, футболистка, которая инсайды выполняет. Ну вот, видимо, сейчас она здесь впереди действует на позиции Кампункина, на позиции нападающего. Здесь не было ли вне игры? Нет. Не было вне игры. И Артишевская, если бы мяч получила, могла бы она там выскочить с Козловой 1 на 1. Напрягает сейчас Петрову Артишевская. Ну и Петрова ошибается. Вот под этим прессингом мяч выносит за пределы поля. Осмоловская. Алина Конева, мастер спорта Беларуси. Выступала она за сборную нашей страны до 17 лет на чемпионате Европы 2016 года. Да, здесь получила по ногам Анастасия Сидорчук от Валентины Нижегородовой. Тот чемпионат Европы, как вы помните, финальная его часть проходила на белорусских стадионах. Ну и вот так вот за участие в финальной стадии присваивается нашей стране мастер спорта. Но Алина Конева, я думаю, еще весь свой потенциал не реализовала. Но, может быть, многого она от своей карьеры, в принципе, и не хочет. Поэтому играет вот дома за Могилевский Днепр. Ранее Надежду Днепр и Надежду Дюшор 7. Попытка пробить была издали от Натальи Васильевой. Конечно же, кто бы это еще мог быть. Но мяч там прошел в стороне от ворот Анны Злобиной. И она разыгрывает его с Ариной Ситниковой. Осмоловская. Назад на Ситникову. Пока что мало задействует в игре Валентину Нижегородову. Сейчас вот Барбаренко находит передачи по своему левому флангу Гученко. Кого бы еще. И Гученко на Барлюгову. Барлюгова здесь успевает. Да, первая. Против нее Ксения Карпова. 2 семерки сошлись. И Барлюгова мяч упускает за пределы поля. Напомню, что Виктория Барлюгова выступает за сборную Беларуси сейчас до 19 лет. Команду, которую возглавляет ее первый тренер Владимир Шиндиков, если я, опять же, друзья, ничего не путаю. По-моему, все так и есть. Но к Барлюговой последние игры, конечно, множество вопросов по игре, поэтому вот она и осталась, я думаю, сегодня в резерве. Опережает здесь Скрипкову. Осмоловская. Злобина. Нижегородова подходит сюда, смещается на позицию центрального защитника, ну и запускает Гученко, да, вот просто так играют могилевчанки, Козлова, прошу прощения, из ворот выходит и здорово играет на опережение, снова Нижегородова, Денисенко, что придумает капитан Днепра. Не отдала, кстати, капитанскую повязку. А это удар Артишевской. И так вот грудью мяч просто отбивает Козлова. Не отдала Анна Денисенко Нижегородовой капитанскую повязку. Да, опять же, давайте мы отметим этот момент. 69-я минута, а еще полтайма у нас этой встречи. Ну, не сказать, чтобы Днепр слишком уже обороты сбавил, а по-прежнему команда держит спокойно мяч под своим контролем, но вот до настоящих опасностей дело не доходит, а те моменты, которые возникают вот из-за несуразных действий вратаря, вот реализовать не получается. И это попытка пробить от Любови Гученко. И Козлова далеко вперед. Неудачный прием от Манюковой. Тем не менее, у могилевчанок мяч. Нижегородова на фланг. Гученко. Барлюгова там открывается. Открывается также и Артишевская справа. Гученко пока финтит на Денисенко. Денисенко, да, хороший пас придумала на Барлюгову, но та вот не поняла задумки
А так бы очень так симпатично. Это, конечно, комбинация выглядела бы, если бы еще и она голом завершилась, вообще на заглядение. Но как есть. Выскакивает в воздух Банюкова. И Злобину вот не дают ей заскучать к игре. Привлекают, хотя тут же и ошибка-то на своей половине от футболисток в синей форме. Удар по воротам, но это мимо. Хотя неплохо. Тут, опять же, если бы в дальний угол попал игрок, не знаю, там Злобина контролировала ситуацию или нет, но неплохо. Надо сказать, что там, насколько я понимаю, второй номер Елена Скрипкова, вот вышедшая на замену, попыталась счастье. Ну, а Гученко здесь нарушила на Сидорчук правила. И Алина Конева у мяча. Снова заброс на Гученко. Не знаю, у нее может быть два сердца, но Гученко здесь перестаралась. И, естественно, от Павла Яковенко сейчас, закономерное предупреждение, абсолютно оправданное, получает. Зачем понеслась на вратаря? Конечно, могилевчанки видят, что Дарья Козлова не очень уверенно действует, но так играть, конечно же, нельзя. И вот вторая желтая карточка в этом матче, поэтому показателю счет у нас равный 1-1. Да, вот одного вратаря-то Витебск уже потерял, еще не хватает, чтобы и Козлова не смогла продолжить игру, но это вообще тогда уже будет беда. Я вспоминаю, наверное, уже больше 5 лет назад был такой эпизод в английской премьер-лиге, еще когда за Челси там выступал Петр Чех, Карло Кудичини, если мне память не изменяет, вот в одном матче вот сразу двух вратарей вырубил соперник, двух вратарей Аристократов, и пришлось там полевому футболисту в ворота вставать. Вот не хотелось бы, чтобы ситуация повторилась сегодня в нашем матче Днепр-Могилев-Витебск. 18-й тур женской высшей лиги сезона 2021. Четвертая замена тем временем в составе Могилевского клуба. По 14 номерам Виктория Плесюк выходит. И кого же она заменила? Не обратила, если честно, внимания. Но по позиции это крайний защитник. И да, Валерия Барбаренко отыграла свои 72 минуты. Можно теперь уже и Виктории Плесюк потихонечку набирать кондиции через игровую практику. 17 минут, как минимум, ей предоставлено главным тренером. Хорошо все с Дарьей Козловой, это отрадно. Ксения Карпова здесь с Якушевич хотела мяч разыграть, но хотения не хватило. Накрыли Якушевич соперницы, поэтому нужно было играть вперед по воздуху. Конева. В одно касание Нижегородова на Денисенко. Здесь Барлюгова подключает Плесюк. Первое ее касание. И могло оно, кстати говоря, стать результативным. Могла пройти голевая передача. Но, наверное, еще пока это слишком бы был большой аванс для Виктории Плесюк. Вот так вот вышла, да? Девушка на замену сразу же голевым пасом отметилась. Бросает Плесюк. Не очень удачно, конечно, на Барлюгову. И выбивает мяч в сторону. Куда подальше. Александра Якушевич. Еще в прошлом сезоне она арбитром была, пробовала себя в этом качестве, но все-таки вернулась в футбол и помогает клубу из своего родного города. Не знаю, мне, если честно, не кажется, что Елена Бузинова бы делала большую погоду и очень бы ее нахождение на поле влияло на то, что мы видим на табло, но тем не менее, конечно же, эту футболистку очень сложно заменить Сергею Александровичу Вехтеву. Она сегодня вне игры, я напомню, из-за болезни. Осмоловская вбрасывает на Барлюгову. Барлюгова разворачивается, но здесь Козлова первая подоспела к мячу. Успела сыграть, и не торопится с вводом.
Напомню, друзья, это стартовый матч 18-го тура. Завтра две встречи нас ждут. В 15 часов «Динамо» БГУФК на стадионе «Динамо Юнии» будет принимать «Динамо» из Бреста. Но для болельщиков пока что воспрещен проход на трибуны. Поэтому учитывайте, друзья, кто болеет либо за брещанок, либо за минских «Динамовок». Ну и Неман примет Минск в 17 часов. Также все эти игры, друзья, доступны будут, как и всегда, на YouTube-канале Ассоциации Белорусской Федерации Футбола. Гученко 1 на 1 с Козловой. Гученко отправляет третий для себя гол на 75-й минуте и 6-й для Днепра в целом. Еще раз на повторе посмотрите, как здесь, ну, спокойно достаточно с вратарем разобралась Любовь Гученко. Хет-трик на ее счету, ну еще и голевая передача. Давайте мы вспомним. Она ассистировала Зарине Капустиной. Вот когда Днепр открывал счет на 9-й минуте. Да, стал я говорить про программу 18-го тура. Еще будет два матча в воскресенье. Два уже августовских матча. Команда БФФ У-19 примет Гомельскую область. Также эта встреча произойдет на столичном стадионе «Динамо Юни». Ну и в 14 часов начнется. В 18 часов в воскресенье Бобруйчанка будет принимать Зорку БДО. Вот такие игры нас всех ожидают. Ну и, друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на социальные сети «Женский футбол в Беларуси». Есть они в Телеграм, в Инстаграм и группа ВКонтакте. Все самые оперативные новости. Во всяком случае, ну, старается группа работников Ассоциации Белорусской Федерации Футбола этими новостями вот всех любителей снабжать. Поэтому подписывайтесь и следите за футболом в исполнении вот представительниц прекрасного пола. Вернемся к нашему матчу. Гученко. Хет-трик она уже оформила. Попыталась сейчас сделать пас, он не прошел. Теперь Ситникова продолжает по флангу развивать атаку по правому флангу. Осмоловская. Еще одна вертикаль, но здесь Денисенко не очень внимательно сыграла. Денисенко Анна. Есть еще Юлия у нас в запасе, тоже, может быть, появится на футбольном поле. Каролина Романчук. Она у мяча. Разыгрывает с Натальей Васильевой. Ну, Васильева так дважды, наверное, или, может быть, самое большое трижды попыталась пробить. Поняла, что сегодня это все не проканает, конечно. Ну и больше таких вот попыток у нее не было. Плесюк. Назад Конева здесь. И уходит она от Виталия Романович. Совсем уж Виталия, как и Яна Олещенко на голодном пайке. Ну вот мы помним, в первом тайме были там две перекладины, которые попадали. Зарина Капустина, да, вот в моменте, в самом начале матча, когда там Даурова травму получила, позже Любовь Гученко. Ну и в самой-самой концовке вот уже замененная Екатерина Верхолайцева со штрафного тоже в самой концовке первого тайма в перекладину попала. Так что голов-то сегодня могло быть гораздо больше, нежели 6 у нас. Ну и так, если сказать, то Виталия Романович и Яна Олещенко на голодном пайке сегодня. Ну вот Олещенко был такой, ну, назовем его с большой натяжкой полумомент. Она там голову просто под мяч подставила. Это ударом нельзя назвать. Мяч просто легко прикатился к Анне Злобиной. Ну вот, в общем-то, и все, на что Витебск сегодня-то наиграл. И до конца основного времени матча у нас остается чуть больше 11 минут. Плюс компенсированное время, да, были замены. На ногах оба главкома находятся. Ну, Витебска, кстати говоря, неудачно он играет. Вот последняя победа уже достаточно давно была. Ну и переигрывает Витебск те команды, которые и должен. Брестская Динамо, сборную Гомельской области. Во всех остальных случаях вот по лету одни проигрыши.
Ну вот, если не учитывать тот ничейный исход с командой АБФФ У-19 в первом круге, больше-то очков витеблянки не набирали. Артишевская. Короткая передача, наверное, на полметра Дарью Манюкову. Осмоловская. Нижегородова в одно касание возвращает мяч Кристине. Кристина, кстати, с Зоркой Буду очень здорово сыграла. Наверное, одной из лучших, если не лучшей футболисткой была. Ну, тогда Днепр безобразно, конечно, встречу провел. В отличие от студенток, игравших здорово, игравших на победу и достигшей этой самой победы. Вот здесь, на Могилевском стадионе «Спартак». 3-0 победа студенток. Они взяли реванш за поражение в первом круге. Но и Осмоловская тогда очень себя здорово проявляла. Козлова разыгрывает с Якушевич. Каролина Романчук. Ну и здесь вот уже в игру вступил, показал все свое мастерство, практически все, Михаил Соболев. Ну и Алина Числавская под 16 номером выходит на поле вместо Анны Денисенко. Вот сейчас Денисенко, да, капитанскую повязку мы видим, передает Валентине Нижегородовой. Ну и на 81-й минуте замена, 5-я уже в составе команды Днепр. Осмоловская на Нижегородову. В касание Манюкова. Здесь снова же Кристина Осмоловская. Да, вот мельчат немножко тут могилевчанки, и поэтому у них мяч отнимают витеблянки. Пошла вперед Валерия Петрова. Сыграла назад на Якушевич. Якушевич на вратаря. Нет, это не Петрова была. Вот немножко здесь напутал я номера. Олещенко. Числавская на Плесюк. И Плесюк уже под прессом находясь играет с Нижегородовой. Да, Петрова у нас на левом фланге. Что-то ваш комментатор немножко так чуточку поплыл, будем так говорить. Практически как сегодня весь матч это делает Витебск. Конева на Ситникову. Ну и да, успевает к мячу Осмоловская. Перехват. Васильева, она уже в штрафной, против нее Ситникова. И так Ситникова, ну, надежно пока играет. Не дает здесь развернуться, голову поднять капитану Витебска. Передача в штрафную. Спокойно играет Злобина. Да, идет к своему вот в дебютном матче к Сухарю. Анна Злобина. Главное не накаркать. Гученко. Слева. Тут Числавская под нее подкрывается. Открывается Гученко на Артишевскую. Козлова из ворот выходит. Да, почти что наварила, но почти не считается. Отбились витеблянки. Накрывает сейчас Сидорчук Манюкова. Манюкова, удар поворот, там следует. Мяч в ногу попадает Козлова. И там первая к нему успевает все-таки. Да, забавно, конечно, за такими действиями вратаря наблюдать. Ни в коем случае пусть Дарья Козлова и ее друзья-родственники не обижаются. Ну вот, как говорится, что вижу, о том и пою, как есть. И здесь красная карточка Валерии Петровой. Ну, было у нее уже предупреждение, ну и вот за это нарушение правил прямое удаление следует от Павла Руденкова. Еще бы на повторе этот момент увидеть, как проштрафилась Валерия Петрова. Ну и не слишком уж жестокое ли наказание ей вынес Павел Руденков. Давайте смотреть. Ну, конечно, да, здесь уже лежа на газоне, получила
Может быть, и нарушала на ней это правило Кристина Смоловская, но уже лежа Петрова просто такое движение, да, ногой сделала в сторону Осмоловской, поэтому здесь удаление. И в десятером Витебск остается вот на эти последние буквально 5 минут основного времени. Анастасия Груша уже не на футбольном поле, уступила она место на нем Александре Шараевой под 13 номером. Третья замена Сергея Вехтева. Да, в десятером еще, конечно, сложнее будет, но и видим мы уходящую в потрибунку Валерию Петрову. Ну, безусловно, там бы было удаление, даже если бы не предупреждение вот это самое в первом тайме, потому что, ну, за такие вещи сразу же нужно удалять. Здесь никакой лояльности быть не может. Чистейшая красная карточка Козлова. Просто за пределы поля. Ну и Валерия Петрова не сможет сыграть в следующем туре. В туре под номером 19. У нас пауза в чемпионате после 18-го тура будет. Ну, в связи с проведением финала Кубка. Но это еще один гол. 7-й на 86-й минуте. Валентина Нижегородова его забивает. Из-за предела штрафной. Бахнуло здорово. Ну и, конечно же, мы на повторе еще раз вот насладимся этим прекрасным забитым мячом. Прямо под штангу пробила Нижегородова. Ну и этот мяч вторым во втором тайме становится. Так вот, 5 забили в первом могилевчанки и 2 во втором. Уступает место на поле под 4-м номером игравшая Яна Олещенко, и на нем появляется футболистка, не скажу я под каким номером, да, немножко так упустил из виду. 4-я замена у Витебска. И от своих ворот здесь могилевчанки начинают. Елизавета Качан, да, вместо Олещенко вышла. У нее на спине 19-й номер. Ну и она здесь справа, мы видим, на правом фланге будет вот уже тут эти оставшиеся минуты действовать. Ну, не знаю, я не думаю, что большую пользу она своей команде принесет. Конева на Нижегородову. Здесь подключается Дарья Манюкова. Гученко. Хорошее продвижение вперед от Днепра мы видим. Артишевская. Она справа не очень, конечно же, заметна, пока что, когда вышла на футбольное поле. Да, вот сейчас пробивает, но прямо в руки Дарьи Козловой. Удар хороший, и надо сказать, что Яна Артишевская 13 забитых мячей имеет вот в чемпионате до того, как получила травму. Ну, такой неплохой скорострельностью обладала. Ну, вот у Гученко сегодня свой 15-й, 16-й и 17-й голы провела в сезоне. Барлюгова, да, на Гученко, вот тут уже заходили могилевчанки и на 8-й гол, но эта передача от Барлюговой, конечно же, такой не ахти вышла. Осмоловская. Ну, может быть, у Кристины получится кому-либо ассистировать. Мяч там попал в перекладину. Да, уже 4-я перекладина в этом матче. И, конечно же, не думала, что будет пробивать сама, я думаю, Осмоловская. Мяч вот так вот с ноги, наверное, свалился, ну и попал в каркас. Розыгрыш назад дает передачу Сидорчук, да, и еще раз видим мы этот момент. Там уже уворачивалась после того, как мяч с перекладиной встретился Ксения Карпова, дабы там не было помощи сопернику, либо автогола. Плесюк находит Барлюгову, разворачивается Виктория.
на Нижегородову, можно на Числавскую сыграть. Нет, Нижегородова все-таки на Смоловскую. Да, много работает сегодня Кристина по своему краю, почему бы нет. Ну и попадает сейчас мяч в Елену Скрипкову. Но, кстати говоря, Александра Шараева, она позицию центрального защитника заняла. Романчук. Вперед, ну и 90 минут у нас уже прошли, и 1 минуту команды еще переиграют в этом первом тайме. Но я думаю, что комментарии излишни по этому матчу. Днепр должен был сделать все от себя зависящее, дабы остаться в гонке за попадание в призы. Ну и команда набирает 33 очка. Ну и в таблице онлайн вот сокращается отставание от Зорки БДУ Немана. У них 34 балла, но обе команды имеют еще матчи в запасе. Я напомню, что Зорка поедет в гости к Бобруйчанке, ну а Неман завтра примет футбольный клуб Минск. 7-0. Вот такая вот победа могилевчанок. Вспомним, как забивались мячи на 9-й минуте с передачи Любови Гученко. Отличилась Зарина Капустина. На 14-й уже сама Любовь воспользовалась пасом Анны Денисенко. На 19-й минуте Дарья Манюкова отличилась. Там пришел ей на помощь штрафной. Ну и на 44-й минуте забила с пенальти Любовь Гученко. Она сама же его и заработала. На этом голы первого тайма закончились. Ну а во втором уже на 48-й минуте Зарина Капустина отличилась. И Валентина Нижегородова поставила жирную точку красивым ударом из-за предела штрафной на 85-й минуте. 7-0 победа Днепра. Друзья, напомню, что завтра и воскресенье вас еще ждет по 2 матча в игровой день. Ну а для вас работал эти 1,5 часа комментатор Андрей Ильеня. Всего доброго, берегите себя и любите белорусский футбол.